Уйгурское движение проведет акцию протеста перед посольством Китая в Вашингтоне, округ Колумбия, 5 июля, чтобы почтить память жертв трагедии в Урумчи. Также базирующаяся в Стамбуле ассоциация НПО Восточного Туркестана объявила, что проведет акцию протеста перед Генеральным консульством Китая в Стамбуле. Весь наш народ приглашается к объявлению, сделанному в твиттер-аккаунте Союза, к заявлению для прессы, которое мы организуем, чтобы выразить продолжающийся геноцид в Восточном Туркестане, почтить память наших святых братьев, погибших в трагедии в Урумчи 5 июля, а также понять и объяснить боевой дух, который они оставили нам, говорится в заявлении. По случаю праздника жертвоприношения 30 июня 2023 года жители Восточного Туркестана, проживающие в Стамбуле, встретились на традиционном торжестве, состоявшемся на площади профессионально-технической Анатолийской средней школы имени Нахита Минтеша в районе Кючук-Чикмендже. На мероприятии традиционная встреча Курбан-Байрам, организованном Международным союзом Восточного Туркестана на третий день праздника жертвоприношения, известные ученые исламского мира, особенно жители Восточного Туркестана из разных стран Европы и мира, члены различных политических партий Турции, руководители и представители НПО, лидеры общественного мнения и люди, живущие в Стамбуле, вместе испытали радость Курбан-Байрама. Уйгуры также приняли участие в праздновании 247-й годовщины независимости США, организованном посольством США в Германии. В церемонии, прошедшей 29 июня, приняло участие большое количество высокопоставленных немецких политиков, послов и дипломатов различных стран в Берлине, а также ведущие деятели американского и немецкого бизнес-секторов. От имени уйгуров на церемонии присутствовали президент Всемирного уйгурского конгресса Далкун Иса, директор берлинского офиса Дюк Гаюр Курбан, президент уйгурского движения Рушен Аббас и Абдулхаким Идрис из Центра уйгурских исследований. Министр финансов США Джанет Йеллен отправится в Китай на этой неделе, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками. Визит Йеллен в Китай рассматривается как важный шаг для углубления связи между США и Китаем и решения глобальных проблем. В заявлении Министерства финансов США говорится, что Йеллен посетит столицу Китая Пекин 6-9 июля. Апелляционный суд Алматы оставил в силе приговор в отношении лидера Демократической партии Казахстана Джанболата Мамая. Об этом сообщила его супруга Инга Иманбай на своей странице в Facebook. 10 апреля Джанболат Мамай был приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков, заманивании в ловушку представителя власти и распространении ложной информации. Согласно решению, ему было запрещено заниматься журналистикой и социальной политикой в этот период. Решение официально вступило в силу 29 июня. Во Франции, как сообщается, 157 человек были задержаны в шестую ночь протестов, которые вспыхнули, когда полиция застрелила подростка из Джазейра. 27 июня французская полиция открыла огонь по автомобилю с 3 людьми в Нантере, убив 17-летнего водителя Наэля. Реагируя на смерть Наэля, те, кто вышел на улицы в разных городах по всей стране, вступили в столкновение с полицией.